прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Спасая палестинцев от геноцида. 2 тонны говядины, более 30 тонн в общем. Рамзан Кадыров принял участие в отправке новой партии гуманитарной помощи. Жители сектора Газа получат 30 тонн самого необходимого. Интеллектуальное пространство. Этим сегодня мы открываем новый корпус Чеченского государственного университета имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Глава республики вместе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко принял участие в открытии филиала МГУ и кампуса ЧГУ. Поделимся современными технологиями и новыми моделями обучения в вузах. Безграничные горизонты для сотрудничества. Россия всегда была на первом месте, и на СВО обязательно мы победим, и дальше будем строить прекрасную республику. Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с Дмитрием Чернышенко. Все подробности разговора политиков в материале моего коллеги. Третий борт с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа вылетел с Грозного. Вместе с семьей Рамзан Кадыров ознакомился с ходом погрузки. Новый груз отправлен начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадыровой. Это итог масштабной акции «Дети Чечни, детям Палестины», запущенной по ее инициативе. О том, сколько тонн и что включает в себя груз, расскажет Лейла Муртазова. На взлетной площадке столичного аэропорта собрались сотрудники МЧС, Департамента дошкольного образования мэрии города Грозного и общественники. Все они принимают участие в благом деле. Для жителей Газы, находящиеся под гнетом израильских властей, направляет очередную помощь из Грозного. На данный момент готовится погрузка первой партии гуманитарного груза от благотворительной акции «Дети Чечни, детям Палестины». В гумпомощь вошли продуктовые, вещевые наборы, а также товары первой необходимости. Тут же к ним присоединился Рамзан Кадыров вместе с внуками первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и начальником департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой. На месте помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев доложил руководителю субъекта, как будет осуществляться доставка 30 тонн гуманитарного груза. МЧС в очередной раз я это бесплатно гостю, охотя на улицу больше муфти делегацию. Чаще всего до границы будут проводить речи, буа, логистик шайк организовать. Это буа, это сейчас третий шуба, вот сега до границы, да, уже третий был, 62 тонны говядины, вот более 30 тонн, в общем. 24 семяна яйца. 24 семян. Ja, on tyyttänyt. Сейчас духер хортаилен толды яхтяш. Det är inte. Мухол 30 тонн торгушил. Кеман этого не исчезла. 30 тонн это его. Основной деньги он православный идет. Россия не идет. Там мы почали. Да. Вот это. Дорогие люди, миром Сега граждане России АРБО, Уайта, единственный региональный МЧС представитель. Сега федеральный босс Алехана. Мосу Авар. Да что на Мосу Баня, я что. Департамент, Шава Мухадышный. Во. Акции продолжение. Ну так нормально будет. Я больше не Хадышный акция. Аста даю всем решить, что дубеш даю. Не надо решить. Африки больше уходишь акции не Хадышный. Отметим, что Чеченская Республика одна из первых пришла на помощь палестинскому народу и оказала поддержку. Ранее региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова направил для 20 тысяч семей газы продовольствия. Чуть позже из Грозного отправили более 60 тонн гуманитарного груза. Глава региона жестко осудил действия Израиля, подчеркнув, что во время проведения специальной военной операции против России выступали так называемые правозащитники и
европейские государства. Сегодня, когда открыто уничтожают целый народ, пренебрегая всеми правилами ведения войны, их вчерашние миротворцы сегодня снабжают оружием сионистов. На самом деле мы первыми начали помогать нашим братьям из Палестины. Уже первая помощь была оказана 20 тысяч семей. И потом последующим уже третий борт отправляется. И дальше будем помогать. Единственное, из регионального управления МЧС наши ребята находятся на месте, вывозят граждан России, из Палестины. На самом деле мы помним годы войны, когда нам отправляли там минимальный, так скажем, груз помощи, там разные Красный Крест, не знаю, как они назывались, у них своя агентурская сеть была, но все-таки я помню, у нас в селе очередь стоял там килограмм риса, килограмм сахара, и то для нормальных людей это не то было. И сегодня оказываем каждую помощь. Я думаю, что исходя из той ситуации, которую мы пережили, очень нужно и необходимо. Поэтому мы всячески будем стараться помогать. Чем лучше будет получать, тем лучше для них, для нас тоже. Идет война, военные действия. Израиль беспредельничает, у них ничего нет святого. И весь мир их поддерживает. Мы проводим специальные мероприятия против всяких сатанизмов, сионизмов, фашизмом, которые убивают русское население. И мы защищаем население свое. Израиль ударили по Ливану, ударили по Палестине, по больницам, убивают детей тысячи. Даже наши ичкерийские, так скажем, лидеры, в кавычках, они тоже поддерживают израильскую деятельность. А мы говорим, что Израиль это бандиты, это террористы. На самом деле они совершают преступления против всего человечества. Потому что они показывают, что они готовы на то, чтобы если вдруг что-то не понравится им, уничтожать целое государство. Поэтому мы должны помогать, молиться за них, делать дуа и оказывать максимальную помощь. Я хочу поблагодарить департамент во главе с Хадиджей, которые организовали детям Палестины помощь. И сегодня первый груз отправляется на этом самолете в Палестину. И дальше будет, я думаю, больше и больше. Благотворительная акция «Дети Чечни, детям Палестины» была запущена по инициативе Хадижат Кадыровой. В ней приняли участие большое количество людей. На помощь самым беззащитным пришли люди всех социальных слоев общества. Руководство республики, чиновники, региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, все районные управления дошкольного образования и просто неравнодушные жители субъекта. Общая сумма сбора составила 129 миллионов рублей. Как вы, наверное, уже все знаете, в эти дни благотворительной акции «Дети Чечни, детям Палестины» подключился региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова «Далгазут Облдойлсен» и все районные управления дошкольного образования нашей республики, благодаря чему итоговая сумма нашего сбора составила 129 миллионов рублей. На эти средства мы уже закупили первую партию гуманитарного груза, которая включает в себя продукты питания и все средства первой необходимости для жителей Палестины. И сегодня по воле Всевышнего данный груз с аэропорта Грозного мы отправляем на священные земли Палестины. Это не последняя отправка в рамках акции. Гуманитарная помощь будет продолжаться, и совсем скоро для жителей Газы отправят еще несколько партий помощи. Отметим, что по призыву Рамзана Кадырова ежедневно жители совершают тахаджуд намаз во всех мечетях республики, прося у Всевышнего Аллаха помощи и милости палестинцам, которые ежедневно подвергаются террору со стороны Израиля. Лейла Муртазова, Сайдали Ампукаев, Магомед Ахматов при поддержке главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Благодаря открытости и налаженному взаимодействию у студентов из региона появилась возможность получить лучшее образование в стране, не выезжая из родного края, отметил Рамзан Кадыров на открытии филиала Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова в Грозном. На торжественное мероприятие прибыли федеральные чиновники. Ректор Виктор Садовничий дал высокую оценку первой приемной кампании, подчеркнув, что на одно место претендовало 5 человек. Кампус состоит из 8 зданий, 3 из которых для образовательных целей. Репортаж Мадины Кураевой. С гимна Московского университета в исполнении академического хора МГУ началась торжественная церемония открытия филиала.
Значимое для республики мероприятие посетили почетные гости. С приветственным словом выступил глава республики. Качественное образование всегда было одним из приоритетов нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Возможность учиться в лучшем вузе страны, не выезжая за пределы родного края. Я уверен, что студенты чеченского филиала МГУ получат достойное, качественное образование и станут полезными не только республике, но и всей нашей большой стране. Благодарю каждого, кто работал над открытием, и в частности особую благодарность хочу выразить директору МГУ Виктору Антоновичу Саздовничу. Рамзан Кадыров вручил высшую награду региона орден Кадырова ректору МГУ Виктору Садовничему. Глава субъекта подчеркнул, что благодаря открытости и правильно налаженному взаимодействию у студентов из Чеченской Республики есть возможность получить лучшее образование, не покидая родной край. Здесь же Виктор Садовничий наградил руководителя региона медалью Евразийской ассоциации университетов. Я думаю, что и конкурсы вырастут, и желающих поступить будет больше сразу, и он будет расширяться. Ведь сейчас мы набрали 50, а скоро будет и 200 на курсе, и 300, и 400 на курсе. А если сложить все, то это 1000 студентов. Поэтому впереди хорошее развитие нашего филиала. Филиал создан в 2022 году при содействии Рамзана Кадырова. Здесь располагаются 8 зданий, 3 учебных корпуса на 3500 мест, 2 общежития, мужское и женское. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Это юристы, да? Юристы. Вот преподаватель. Какая тема? Тема какая? Профессиональный адвокат. Профессиональный адвокат. Сколько у вас группа? У нас в группе более 30 человек, вот половина сегодня вот практически. Преподаватели обеспечены на всеми? Конечно, вот я здесь. Живете здесь, да? Здесь, да. Андрей Александрович здесь. Как условия? Это наш юридический факультет. Самый популярный. Сейчас, да? Мог я что-то? Иди да, это будет, да. Это будет. Как вам нравится учиться, да? Интересно? Спортивный комплекс с несколькими площадками, актовый зал на 700 человек и оздоровительный центр с бассейном. Здесь могут проводиться соревнования. Мини-футбол. Это больно. Это борьба, как называется? Вот это? Возвели объект в соответствии с современными требованиями и удобствами. Федеральные чиновники дали высокую оценку, отметив уникальный проект и его значимость для региона. Сейчас в ВУЗе обучаются 78 студентов, 15 из них из разных регионов страны. Образовательный процесс осуществляют преподаватели МГУ из Москвы, которые еженедельно приезжают и живут на территории кампуса. Здесь 3 направления – прикладная математика, информатика, юриспруденция и менеджмент. Со следующего учебного года планируется открыть еще 2 новых направления подготовки. Это фармация, это связано с медициной, это факультет фундаментальной медицины МГУ. И направление подготовки биотехнология, это биологический факультет Московского университета. Все преподаватели отзываются положительно о той инфраструктуре, которая есть у филиала, огромные площади. Уже со следующего года филиал начнет работу по программам биотехнология, фармацевтика. В будущем планируется расширение перечня специальностей. Были экзамены онлайн, сдала экзамены, и вот по баллам прошла. Мне очень нравится. Я думала, так как это филиал, будет как-то по-другому, но все на высшем уровне. Мне нравятся наши уроки с другими преподавателями, то есть не отсюда, они каждый раз приезжают новые, и на самом деле это все очень интересно. Новость, что планируется открытие филиала МГУ в Грозном. Я понял, что туда мне надо. В рамках рабочей поездки у заместителя председателя правительства Российской Федерации состоялась встреча с Рамзаном Кадыровым. Глава субъекта отметил, что новый филиал станет кузницей профессиональных кадров не только для региона, но и для всего Северного Кавказа. У молодежи есть возможность получить образование ведущего вуза страны, не выезжая в столицу. Россия всегда была на первом месте, и на СВО обязательно мы победим, и дальше будем строить прекрасную республику, чтобы к нам приезжали туристы, они против ввели санкции, а наоборот радовались, что мы развиваемся.
Дмитрий Чернышенко отметил быстрые темпы развития региона, как за короткий срок республика превратилась в большую доступную инвестиционную площадку. Это подтверждают и федеральные рейтинги. Мы видим, что Чеченская республика демонстрирует устойчивый экономический рост. Регион расцветает на глазах. Я впервые в республике могу в этом убедиться. Чечня вошла в топ-10 национального рейтинга по привлечению инвестиций. Здесь реализуется более 500 инвестиционных проектов, которые позволят создать свыше 10 тысяч новых рабочих мест. Это говорит о том, что вы создали условия для инвесторов. Ну, мне как человек, который много слышал, но еще не бывал в Чечне, конечно, сегодня было радостно увидеть, как республика развивается, потому что мы видим по документам, по отчетам о том, что действительно республика демонстрирует передовые показатели по всем направлениям, связанные с наукой, с образованием, с цифровой трансформацией и, особенно важно, с быстро развивающимся туризмом. Для этого здесь созданы все условия. Мы видим, что особые условия созданы для ведения предпринимательской деятельности. Об этом говорит более 500 различных новых инвесторов, которые в республику вкладывают свои деньги. В республике есть хозяин и созданы для этого все условия. Положительные преобразования касаются всех сфер развития региона. Ежегодно субъект посещают десятки тысяч туристов, для каждого из которых созданы все необходимые условия. Мадина Кураева, Аслан Ахматов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская республика. Еще один шаг к закрытию вопроса, связанного с дефицитом образовательного пространства, сделан. Рамзан Кадыров вместе с федеральными чиновниками принял участие в торжественном открытии учебных корпусов кампуса Чеченского государственного университета имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В новом здании порядка 100 современных аудиторий. Планы по развитию вузов впечатляют не меньше. Запланировано возведение спорткомплекса, библиотечного центра, столовой, поликлиники, мечети и центра досуга с актовым залом. Наталья Депутатова об особом интеллектуальном пространстве. На открытие учебных корпусов кампуса ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова прибыл Рамзан Кадыров вместе с соратниками. В числе почетных гостей церемонию посетили также полномочный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям СМИ, а также культуры, туризма и спорта Юрий Чайка, заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов и заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Глубоко уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие друзья, Юрий Яковлевич, сердечно поздравляю вас с этим важным событием. Сегодня мы открываем новый корпус Чеченского государственного университета имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Всего здесь обучается порядка 16 тысяч студентов. И что важно, в том числе ребята из других стран, потому что здесь задан очень высокий стандарт образовательных программ. И подтверждение к этому, то, что университет каждый год усиливает свой потенциал, является то, что университет является участником программы «Приоритет-2030» и выступает оператором карбонового полигона. Этот полигон, я должен вам сказать, широко известен на федеральном уровне. На нем проводится мониторинг климатически активных газов, работает инжиниринговый центр. И совсем недавно этот полигон был включен в научно-популярный маршрут по Чечне в рамках десятилетия науки и технологий, который отмечается по поручению президента России Владимира Путина. Перед торжественным открытием Дмитрий Чернышенко вручил ректору ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова сертификат на дальнейшее достроительство и благоустройство учебных корпусов. И в качестве подарка от правительства Российской Федерации мы вручаем сертификат на обустройство общежитий, чтобы ваш новый студенческий дом стал еще более современным. В добрый путь. Глава региона вместе с гостями осмотрел учебные корпуса и расположенные здесь же кафедры агротехнологий и научных разработок в области сельского хозяйства. Рамзану Кадырову показали уже выведенные на базе лаборатории ЧГУ новые культуры. Когда обычно виноград нужно 10 раз минимум, они 2 раза опрыскивают, может за сезон, и выдерживают 25 градусов минус, то есть не укрывать, безукрывные. То есть технологические, когда потребности, когда у нас сельхозтоваропроизводители, затраты уменьшаются на 20% минимум. Из-за этого себестоимость винограда дешевеет. И
каждый сельхозтоваропроизводитель, он может получить дополнительно 15%. Это все у нас, да. это все Все наши партнеры, вот с нами, которые работают, КФА, Жена, Лидер, вот все, которые... Наши студенты, если там проходят практику, и полностью сразу после учебы уже трудоустраиваются там. Это очень продовольственная безопасность, это самое главное. Торжественное открытие провели в юбилейный для вуза 2023 год. Именно в нем исполнилось 85 лет со дня основания. Учебные здания общей площадью почти 14 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1000 учащихся. Сегодня в истории нашего университета очередное важное событие – открытие нового учебного корпуса. Еще недавно в прошлом наш университет, как и вся республика, практически лежал в руинах. Будущее казалось бесперспективным. Но история, как говорится, творится людьми. Благодаря людской мудрости, трудолюбию и всесторонней поддержке наш университет обрел вторую жизнь. Прочно став в ряд ведущих образовательных, научных и социокультурных центров не только Северного Кавказа, но и Юга России. Гости осмотрели лаборатории на базе ЧГУ аграрного факультета, где культивируются ценные сельскохозяйственные растения, быстрорастущие и адаптированные к почвенно-климатическим условиям Чеченской Республики. Помимо этого, здесь открыты новые просторные аудитории. Как внешняя, так и внутренняя отделка выполнены в современном хай-тек стиле. Создание новых кампусов проводится по поручению президента страны Владимира Путина. В нашем регионе учатся студенты по обмену со всего мира. И условиями обучения и проживания обучающиеся довольны. Я лично очень рада за то, что произойдет открытие, поскольку будет новая живая атмосфера, больше пространства для студентов. Вы вот учитесь на втором курсе, и как вот вам учится в Чеченской Республике? Это однозначно удивительный опыт, но при этом он не оставляет у меня каких-то отрицательных эмоций. То есть мне очень нравится и жить, и учиться в Чеченской Республике, поскольку это действительно новый опыт. И с точки зрения тех людей, у которых есть стереотипы, на самом деле эти стереотипы ни в коем случае не верны. И я думаю, что в дальнейшем сюда будут приезжать как можно больше иностранных и иногородних студентов. Студенты из разных государств к столь торжественному мероприятию подготовили столы с разнообразными национальными кухнями. Здесь представители как России, так ближнего и дальнего зарубежья. В скором времени и остальная часть ученических корпусов и студенческого городка будет готова принять молодых людей, стремящихся к знаниям и готовых продолжить свое образование в Чеченской Республике. Наталья Депутатова, Магомед Басаев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Заместитель руководителя секретариата главы региона, куратор сферы здравоохранения Хутмат Кадырова провела рабочую встречу с министром здравоохранения Адамом Алхановым. На встрече обсуждались вопросы развития и совершенствования медицины. Также Хутмат Кадырова поздравила Адама Алханова с назначением на ответственный пост и пожелала успехов в работе. Вместе с тем отметила, что при поддержке Рамзана Кадырова здравоохранение по всем направлениям показывает положительные результаты. В заключении встречи заместитель руководителя секретариата главы заверила министра, что окажет всю необходимую поддержку. 107 граждан России эвакуировали из зоны боевых действий в секторе Газа передовой группой МЧС страны. Все эвакуированные прошли медосмотры, им оказана и психологическая помощь. Они уже находятся в безопасности в Москве. Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поблагодарил главу МЧС России Александра Куренкова, начальника регионального управления МЧС Алихана Цакаева и советника руководителя МЧС Даниила Мартынова за оперативное и эффективное выполнение задач, поставленных президентом. Торжественное мероприятие, приуроченное к столетию службы участковых уполномоченных полиции, прошло в Министерстве внутренних дел по региону. Поздравил сотрудников с профессиональным праздником министра внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ирасханов. Он вручил отличившимся ведомственные награды МВД России и Чеченской Республики. Медалями за доблесть в службе и за боевое сотрудничество были награждены 19 участковых полиции. Также 43 сотрудникам вручили почетные грамоты и письма благодарности от МВД России и региона. Товарищи офицеры, поздравляю вас с профессиональным праздником 100-летней годовщины со дня образования службы участковых уполномоченных полиции МВД России. Ваша служба одна из самых важных в сфере профилактики
правонарушения. Вы в первую очередь формируете доверие граждан к полиции. Ежедневно на административных участках обеспечивайте спокойствие. В день профессионального праздника от всей души желаю вам удачи, успехов в службе. Убежден, что и в дальнейшем вы с честью будете выполнять все задачи, поставленные перед органами внутренних дел главой Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, а также руководство МВД России и нашего министерства. Аздагадел, дошудал духуда, дуэль, дал эстубуэль, дал юажанлар, дуэль, Ахмат, сила Аллаху Акбар. К этому часу это все события. И еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.